эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Раннее вскрытие рек ожидается в Якутии из-за резкого потепления. Первые выезды в возможные зоны затопления запланированы на 28 апреля. Очередное пленарное заседание Госсобрания Илтумен проходит в республике. На повестку заседания включили 51 вопрос. Стартовала акция «Георгиевская лента». Волонтеры планируют раздать около 40 тысяч символов победы горожанам. Отличная новость для любителей спорта. В Якутске снова начинает работать стадион Туймада после зимнего перерыва. Ну а в Ленске проходит пасхальный фестиваль «Золотые купола». Участие в нем приняли десятки творческих коллективов и исполнителей со всего района. Раннее вскрытие рек ожидается в Якутии из-за резкого потепления. В ряде районов прогнозируют температуру выше нормы уже в ближайшие дни. Часть региона окажется под влиянием теплой воздушной массы с Приморского края. Так, в период с 28 апреля по 4 мая ожидаются подвижки льда на отдельных участках рек Мая и Амга, что может повлиять на ранние сроки вскрытия рек от среднемноголетних дат. С 29 апреля на территории республики введут режим повышенной готовности для всех сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Также в Якутии проверили готовность группы МЧС к половодью. Первые выезды в возможные зоны затопления запланированы на 28 апреля. Работы по распиловке ледовых заторов на опасных участках выполнены на 100%. Зачернение ледового покрова до конца недели также будет выполнено на 100%. Первая группа выезжает по реке Лени 28 апреля, вторая, направляющаяся по Алдану, отправится 29 апреля. Третья группа, работающая по Амге, выдвинется 30 апреля. Ну а вскрытие ледового покрова на реке Лени проходит на 10 дней раньше. Об этом сообщила служба МЧС Иркутской области. Так, подвижки льда на реке Лени наблюдаются в Киринском районе. До границы с Якутией осталось 530 километров. Уровень воды при этом остается ниже критической метки. Наблюдение за подвижками льда ведется с помощью 8 стационарных и 1 временного гидрологических постов. В мониторинге также используются БПЛА. На затороопасных участках ведомственные службы проводят взрывные работы. С 25 апреля в Якутии начинается весенняя охота на уток с использованием живых подсадных птиц. В связи с этим Управление Росгвардии призывает охотников неукоснительно соблюдать правила безопасного обращения с оружием, чтобы предотвратить несчастные случаи ранения и гибель людей. Оружие следует рассматривать как потенциальный источник опасности как для самого владельца, так и для окружающих. Категорически недопустимо направлять даже разряженное оружие в сторону людей или в их предполагаемое местонахождение. Во время охоты запрещено накладывать указательный палец стрелковой руки на спусковой крючок до момента прицеливания и открытия огня. В столице региона проходит 12-е пленарное заседание Госсобрания Якутии. В первый день сессии депутаты рассмотрели 16 вопросов. Парламентарии заслушали доклады уполномоченных по правам человека и ребенка, председателей Счетной палаты и Конституционного суда. В первом чтении принят закон, согласно которому мобилизованные военнослужащие освобождены от уплаты транспортного налога на налоговый период 2024 года. В ходе парламентского часа обсудили меры, направленные на сдерживание роста субсидий коммунальных служб. В рамках этого правительственного часа обсуждалась непростая обстановка, ситуация по 24-му и переходящим долгам на 25-й текущий год. Мы выражаем обеспокоенность по поводу этого, как парламент республики. Правительство республики нас заверило, что это практически находится на ежедневном ежечасном контроле и делается все возможное, чтобы у нас соответствующая подготовка к отопительному сезону 25-26 года была произведена полностью. В преддверии Дня Победы, главного праздника нашей страны, особое значение приобретает символ памяти и воинской славы – Георгиевская лента. Волонтеры Победы раздали ленточки на площади республики всем прохожим, напоминая о важности уважения к истории и подвигу наших предков. Подробности расскажет наш корреспондент Степан Черненко. Волонтеры Победы являются всероссийским общественным движением, которое занимается гражданско-патриотическим воспитанием молодежи и сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Каждый год, 24 апреля, в день всероссийской акции «Георгиевская ленточка», волонтеры выходят на площади Якутска, чтобы раздать патриотические ленточки горожанам. В этом году участники движения планируют раздать 40 тысяч лент.
Эта акция у нас уже много лет по всей стране проходит. В этом году она у нас в городе Якутске проходит на 5 точках. Это у нас площадь Орджоникидзе, площадь Республики, площадь Победы, площадь Дружбы и Комсомольская площадь. И на этих 5 точках наши волонтеры раздают всем неравнодушным жителям нашей столицы и гостям георгиевские ленты и информационные листовки с историей ленты, напоминая тем самым важность сохранения исторической памяти и в преддверии, конечно же, 80-летия Великой Победы. Георгиевская лента – это символ нашей памяти о героях Великой Отечественной войны, у которой каждый цвет имеет свое значение. Черный означает пороховой дым, а желтый является огнем сражения. Ленты нужны для того, чтобы люди помнили и передавали эту память будущим поколениям. Когда мы раздаем ленты, мы раздаем с ними информационные листовки, на котором как раз-таки с одной стороны у нас история георгиевской ленты, а с другой стороны и само значение георгиевской ленты и о том, как правильно носить георгиевскую ленту. То есть принято их носить в символичной форме, в которой можно увидеть на всех, скажем, атрибутах, а также в форме буквы В или же Z. Важно помнить, что георгиевская лента – это знак уважения и скорби. Носить ее следует на груди. Уместно прикреплять ленточку на лацкан пиджака, и совсем недопустимо носить этот знак памяти на обуви, на волосах, на сумке или в качестве украшения. Нельзя осквернять символ, нанося на него надписи или рисунки. Отец служил танкистом, он всегда говорил, он русских ребят очень любил, потому что он, когда горел их танк, они спасли его. Но обязательно, это обязательно, и муж, и наши дети, внуки все. Мы все носим. В советское время элементы георгиевской ленты, в частности ее цветовая гамма, были использованы при создании Ордена Славы и медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне, что и закрепило за ней связь с победой. Степан Черненко, Джоустан Иннокентьев, Якутск. До юбилея Великой Победы осталось 2 недели. В Нерюнгри проводятся мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В реабилитационном центре «Сувак» состоялся фестиваль под названием «Поэзия Победы». В нем приняли участие сотрудники учреждений и специалисты из других районов республики. Среди приглашенных гостей – педагоги из разных детских садов города, коллеги из Чурапчинского и Алданского районов, местные поэты, а также участник специальной военной операции и его семья. Это мероприятие проводится для воспитания патриотизма и чтобы увековечить память наших ветеранов. Участники фестиваля исполнили произведения военной тематики в честь памяти героев, защищавших нашу родину во время Великой Отечественной войны. Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее на продрогшей сырой земле. На мероприятии были представлены работы воспитанников центра, с которыми также проводится работа по патриотическому воспитанию. С нашими воспитанниками также проводится работа, связанная с памятью о Великой Отечественной войне. Вы можете увидеть у нас на стендах рисунки, посвященные Великой Отечественной войне. Да, у нас также некоторые детки учат стихи. Фестиваль «Поэзия Победы» стал не только данью уважения ветеранам, но и вдохновением для всех участников. И он показал, как важно помнить о нашем прошлом и как поэзия может объединять людей, независимо от их обстоятельств. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске прошла творческая встреча с автором детской книги «Сказки о сбывшихся мечтах» в рамках всероссийской акции «Библиосумерки». На мероприятии собралось множество родителей с детьми, которые могли задать Полине интересующие вопросы как о сказке, так и о ней самой. Книга «Сказка о сбывшихся мечтах» – сборник историй, рассказывающий о героях из разных стран и легенд. Они обретают мечты и стремятся к ним, проходя множество испытаний. Книга подойдет и детям, и взрослым, вдохновляя на свершение и помогая преодолевать трудности. Как-то мне пришла идея, что с рождением детей, у меня 2 детей, одному старшему 7, младшему 5 лет, и мы очень много путешествуем. Мой старший сын был в 45 странах, я сама посетила 85 стран. И потому как мы путешествовали, мне нужно было заинтересовать, дети были маленькие. И я им начала рассказывать сказки, истории. Вот мы пришли туда-то, посмотри, там, как интересно, как люди придумали шоколад. И моим детям было очень интересно. И они просили постоянно: расскажи, мама, снова, расскажи, как придумали шоколад, расскажи, как придумали шелк. И я подумала, что я хочу поделиться этим с моими подписчиками, которые читают меня очень давно. Есть подписчики, которые читают меня с 2005 года.
90-летие заслуженного связиста Якутии Николая Николаева отметили в республике. С юбилейной датой его пришли поздравить правительство и такие же работники связи. Николай Васильевич прошел долгий путь, преодолевая значительные преграды в формировании той телекоммуникационной инфраструктуры, которую мы знаем сейчас. Начиная свой путь в 60-е годы от инженера радиофикации, со временем в 93-м году он стал руководить первым якутским предприятием связи Саха-Телекомом. Его усилия позволили улучшить существующие сети и распространить новые в самые дальние уголки региона, от установки антенн и передатчиков до создания цифровой связи. В маленьких населенных пунктах другого способа не было местной батареи. 30-40 номеров коммутаторы. Вот этим мы населенные пункты, колхозы, которые развивались, много их стало в республике, телефонировали. Не только все власти, ФАПы, школы, наследные советы и так далее. Вот так началась моя работа. В Ленске проходит пасхальный фестиваль «Золотые купола». Участие в нем приняли десятки творческих коллективов и исполнителей со всего района. Отборочный тур проходил 2 дня по 5 номинациям: вокал, хоровое пение, театрализованная постановка, этюд, художественное чтение. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Во второй день отборочного тура участники выступали в номинации «Художественное чтение». Каждый из них поразил жюри проникновенным исполнением стихотворений на патриотические темы. Арина Талалаева, ученица 11 класса, с чувством и выражением прочитавшая стих, затронула до глубины души всех зрителей. С которым ты на одной улице вырос, с которым ты одну сигарету на двоих курил, которого ты любил. И мерзко тебе от этого становится настолько, что просто сдохнуть хочется. И ты лежишь во всем этом дерьме, грязи, крови, а вокруг снаряды рвутся. Достаточно яркие выступления были. Очень впечатлил монолог самой последней девочки, 3-я школа, 17 лет. И замечательный монолог о войне, прям очень проникновенно было. Ну и дети, конечно, рассказывали, тоже были такие, что прям до слез трогали. После выступления школьников настало время воспитанников детских садов. Более 20 номеров представили малыши на суд экспертов. Дети пели песни сольно и группами, и, конечно, тоже читали стихи. Кристине Фесиковой всего 7 лет. Девочка прочла очень длинное произведение и удивила всех своей эмоциональностью и любовью к поэзии. Я стих училась с сестрой Настей. Переживаешь? Нет, я не переживаю, я выучила хорошо. Всего, удачи тебе, победы. Жюри предстояло выбрать лучших. Задача сложная. Все участники были на высоте. Отрадно, что в Ленском районе так много творческой молодежи. Оценивать детей очень тяжело, потому что каждый ребенок старается, выкладывается по максимуму. Тем более данное мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также празднованию Пасхи. И дети сегодня очень выступили замечательно. Были дети, которые передавали произведения на высоком уровне. Победители 2 этапов отборочных туров будут награждены грамотами и дипломами. Также они выступят на итоговом большом концерте в Доме культуры «Юность» уже завтра. Фестиваль «Золотые купола» стал хорошей традицией для Ленского района. Он проводится уже в 22-й раз. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мирнинский региональный технический колледж является важной кузницей промышленных кадров не только для Западной Якутии, но и для республики. Колледж предлагает широкий спектр специальностей, которые соответствуют современным требованиям рынка труда и потребностям местной экономики. К тому же колледж имеет отделения в разных населенных пунктах, включая поселок Светлый, а также северную площадку в Айхале и в Удачном. Это позволяет обеспечивать доступ к качественному образованию для студентов из различных районов Западной Якутии. Как обучаются студенты северной площадки, смотрите в дайджесте новостей. Каждое из отделений Мирнинского регионального технического колледжа предлагает разнообразные образовательные программы, соответствующие требованиям местной экономики и рынку труда. Учебный процесс включает как теоретические знания, так и практическое обучение на современных оборудованиях и условиях реального производства. Это позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными специалистами. Ведется подготовка по 14 программам специалистов среднего звена и по 13 программам
подготовки квалифицированных рабочих специалистов. Колледж активно сотрудничает с предприятиями и организациями региона, что дает студентам возможность проходить стажировки и получать опыт работы еще во время учебы. Учусь на втором курсе на специальность ремонтник горного оборудования. Но именно профессию я выбрал, потому что мне с детства было интересно, как устроены механизмы всякой техники, как это все работает, как это выглядит изнутри. Студенты Айхальского отделения успешно трудоустраиваются в горно-обогатительный комбинат, что свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда. Ежегодно мы совместно согласовываем специальности, которые нам требуются, по которым разрабатываются учебные планы и дальше ведется обучение. И студенты, конечно, которые выпускаются, мы их всех готовы принять. Потому, это пополнение нашего кадрового потенциала, и вообще привлечение и оставление молодежи в поселке. Благодаря тесному сотрудничеству колледжа с предприятием студенты получают возможность проходить практику и на базе Удачнинского ГОКа и знакомиться с реальными условиями работы. Это помогает им не только развивать профессиональные навыки, но и налаживать контакты с потенциальными работодателями. Студент, который учится на 4 балла и выше, он приходит к нам на оплачиваемую практику, а студент, который имеет оценку ниже, он приходит на неоплачиваемую практику. Поэтому студенты, понимая эту всю ситуацию, они стараются лучше учиться, получать свои теоретические знания, лучше учиться. Студенты Айхальского и Удачнинского отделений также активно участвуют в благотворительной инициативе по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. Процесс плетения маскировочных сетей требует терпения, внимательности, и студенты с энтузиазмом подходят к этому занятию. Я считаю, что все должны сделать какой-то небольшой вклад в такое, как-то помочь нашим героям. Все-таки они защищают нашу страну. Даже такие небольшие сборы, как мы собираем продукты, вещи, небольшая такая какая-нибудь помощь материальная не помешает. Студенты МРТК не только получают качественное образование, но и развиваются разносторонне. Так, ребята из Удачнинского отделения с удовольствием экспериментируют с различными музыкальными жанрами, комбинируя рок, поп-музыку и классические мелодии. Это не только демонстрирует их творческий подход, но и помогает развивать умение взаимодействовать в коллективе, а также улучшает навыки игры на инструментах. Объединились с инициативными ребятами, у нас все очень творческие, и решили, что нужно создать свою уникальность. В группе нашей есть гитара, барабаны, а также изюминка — это скрипка. Мы сами сочиняем произведения, а также сочиняем слова на популярные песни исполнителей. Колледж во всех отделениях организует выездные практики, экскурсии и проектные работы, которые способствуют развитию практических навыков и пониманию реальных условий работы в выбранной сфере. Участвуя в таких мероприятиях, студенты получают уникальный опыт и знания, которые помогут им в будущем. Таким образом, МРТК не только обучает студентов профессии, но и способствует их всестороннему развитию, готовя их к успешной карьере и жизненным вызовам. Анна Васильева, Мирный. Отличная новость для любителей спорта. В Якутске снова начал работать стадион Туймада. С 24 по 27 апреля жители города могут бесплатно посетить комплекс с 6 утра до 9 вечера в рамках Дней открытых дверей для оздоровительного бега и ходьбы. Подробнее об этом в сюжете Дарьи Короленковой. Бег, турники и свежий воздух. С самого утра здесь кипит жизнь. Кто-то совершает пробежку, кто-то выполняет упражнения на тренажерах, а кто-то просто наслаждается весенним солнцем. Бесплатно стадион можно посетить до 27 апреля, а с 28 он перейдет на стандартный график работы.
По плану стадиона у нас все равно летом будут мероприятия большие, и фестивали, концерты и так далее. Но культурно-массовые мероприятия все равно стоят в плане. По реконструкции, может, ремонту что-нибудь будет? Нет, в этом году у нас ремонт не планируется. В прошлом году у нас был полный ремонт стадиона. Вот поменяли дорожку и поле, полностью поменяли все. И вот все трибуны у нас тоже все новое. И действительно, в прошлом году на стадионе провели капитальный ремонт. Были заменены беговые дорожки, полностью обновлено поле и трибуны. Жители города отмечают максимальное удобство и комфорт. Мы очень рады. Сезон открылся, на свежем воздухе бегать лучше. И всем хочу сказать, что занимайтесь спортом, будете здоровы. Часов 10 пришли, сухо, бегать хорошо, свежо. Всем советую прийти побегать. Вообще хорошо. Раньше было, я помню, здесь постоянно вода была весной. После дождя вода стояла. Сейчас сухо. И поле тоже сухое, можно сказать. График работы стадиона и расписание занятий можно узнать у администратора. Кроме того, Министерство спорта Якутии анонсировало скорый старт традиционных утренних зарядок на свежем воздухе. Первое занятие состоится 5 мая на площади Победы и будет посвящено 80-летию Великой Победы. Это мероприятие станет отличной возможностью для горожан не только укрепить здоровье, но и приобщиться к памятной дате. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. В Москве состоялся пресс-показ фильма «Алдан» патриотической драмы, посвященной героям СВО и военкорам. На большие экраны фильм выйдет уже 1 мая. В Якутии прокат начнется раньше российского ровно на один день, 30 апреля. С пресс-показа сюжет Айсены Бурнашовой. Приветствие главы Якутии. Фильм «Алдан» – это один из, на мой взгляд, первых полнометражных фильмов, посвященных этой тематике. Вступительное слово губернатора Запорожской области. Это первый межрегиональный кинопроект Республики Саха и Запорожской области. Идея фильма была поддержана лично президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И можно начинать. Начинаем, друзья. Сюжет фильма строится вокруг IT-предпринимателя из Якутии, который отправился на спецоперацию добровольцем. В мирной жизни он Спиридон Дьяконов, создатель роботов, на СВО военный медик с позывным «Алдан». Я никуда не уеду. Алдан. Теперь это мой позывной. Главного героя играет Илья Яковлев. У его персонажа есть и реальный прототип – кавалер Ордена Мужества, военный врач Николай Потапов. Его история – основа фильма. Правда про момент, когда попала мина и был ранен солдат. И он сказал: я назову своего ребенка твоим именем. Это правда. И правда, да, куда он попал, ему в шею. И тоже правда, я оказал ему помощь на поле боя. В фильме снимались Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, итальянец Лоуис Пьер Бруно. Одну из ролей сыграл и бывший американец, ныне россиянин Джефф Монсон. У него много татуировок. Нашлось место и новой в честь переезда из США. Я против капитализма, против той культуры, где не уважают семью, общество и где каждый думает только о себе и о своем достатке. Фильм «Алдан» первый во многом. Первый межрегиональный, первый про СВО с всероссийским прокатом и первый технологичный, порядка 100 шотов графики, сняты в «Квартале труда». У нас есть XR-студия, Extended Reality, да, она есть в Москве и в Якутске. Вот. И в новом кинопоявлении она тоже будет 360 градусов. Так вот, есть кадры в кино, и вот угадайте, какие, снятые на Extended Reality. Эту технологию использовали в фильме «Мандалорец». В российский прокат фильм выйдет 1 мая. В Якутске «Алдан» покажут раньше, 30 апреля. Готовят выход и в онлайн-платформы, затем международный рынок. Во многих странах мира есть люди, которые разделяют идеи специальной военной операции русского мира, русской цивилизации. Английский, китайский язык, безусловно, будут после цифрового проката активного, да, то есть сначала кинотеатральный, цифровой, мы будем выходить на международные рынки обязательно. Я думаю, что это хороший смотрибельный фильм для международного рынка. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. До встречи в эфире.